Актуальные вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия обсудили в День охраны памятников и исторических мест в Абхазском государственном университете. На вопросы о сохранении культурного наследия страны отвечал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахия. Он рассказал студентам о готовящихся законопроектах и о работе министерства в этом направлении. Мы впервые в Абхазии подготавливаем 37 законов будет об охранных зонах. Мы в прошлом году измерили 25 историко-архитектурных заповедников, которые еще были объявлены Владиславом Григорьевичем Марцинбо в 1999 году, но они не были прописаны, границы их не были обозначены. Мы обозначили эти границы. Это очень кропотливая работа. Наша цель, чтобы к концу 2018 года мы заказали специальную программу «Сервер», куда вся информация об объектах историко-культурного наследия будет вноситься, включая фотофиксацию, исторические справки, проекты, реставрации и так далее. Заместитель президента Союза реставраторов России Юлия Логинова и эксперт Совета Европы по культурному наследию в Македонии Кристина Бицева рассказали участникам круглого стола о том, как в России и Македонии уделяют особое внимание охране объектов культурного наследия и популяризируют их. На конференции был также поднят вопрос о вхождении историко-культурных объектов Абхазии в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО. Но, по словам эксперта Кристины Бицевой, на сегодняшний день есть ряд гуманитарных и политических вопросов. К сожалению, все время идет спекуляция политическая по поводу значимости культурного наследия. 23 года мы добиваемся, чтобы ЮНЕСКО хотя бы как-то нашла формат реагирования на то, что происходит. У нас есть уникальнейшие памятники культуры, которые, в принципе, должны быть вписаны в реестр ЮНЕСКО. По словам Батала Кубахия, для того, чтобы сохранить объекты, имеющие историческую ценность, нужно следовать примеру других стран, в которых создают общественные организации по их защите. Саид Жарсалия, Тимур Гукохи, Абхазское телевидение.